в ОБС правильно, приоритет стоит выше среднего, либо самый высокий, но все равно проблема никуда не уходит. Сейчас я вам покажу тот метод, который помог мне и, возможно, поможет вам. Нажимаем правой кнопкой мышки на нашем интернет-соединении. Демонстрационный компьютер подключен по Wi-Fi, стрим ПК при этом подключен по проводу. Я всегда рекомендую стримить именно через провод, потому что так соединение будет более стабильным. Нажимаем на правую кнопку мышки, открыть параметры сети интернет. Здесь выбираем Ethernet. Настройка параметров адаптера. Находим наше проводное интернет-соединение. Правая кнопка мышки. Свойства. Настроить. Выбираем вкладку «Дополнительно». Здесь находим свойства Speed и Duplex. Либо скорость и Duplex. Может быть записано у вас так. Здесь стоит Auto Negotiation, что значит автообмен. Вручную ставим 100 мегабит Half Duplex. После этого нажимаем ОК и проверяем. Если вам данный метод помог, значит я не зря записывал это видео. Если нет, напишите, пожалуйста, в комментарии. Всем привет, друзьяшки, с вами Редкив, и в этом видосе я хочу показать, как исправить потерю пакетов, если у вас потеря пакетов идет от сети, как это было у меня. Как же я ебался с этой всей хуйней, но я все же это все-таки решил, все-таки я это сделал. Я думаю, оно тоже вам поможет. В итоге, заходим в OBS, заходим в настройки, заходим в расширенный и выключаем галочку прореживание. Блять, как? Включите прореживание пакета. Тут даже для дебилов написано то, что оно может увеличить риск потери кадров при нестабильном соединении. Если у вас проблемы с интернетом или с какой-то еще херней, так как у меня интернет 100 мегабитный, раньше у меня никогда такой хуйни не было, но после какого-то обновления в OBS эта хуйня походу появилась, и автоматически поставлена галочка, у меня начал просаживаться нереально жестко по сети, потеря пакетов. После этого
Друзья мои, всем привет! Что делать, если при запуске трансляции пропуск в сеть бьет в красную зону и ваш стрим обрывается, либо начинает сильно лагать? При этом вы уже пересмотрели кучу обучающих видео, у вас все настройки выставлены в OBS правильно, приоритет стоит выше среднего, либо самый высокий, но все равно проблема никуда не уходит. Сейчас я вам покажу тот метод, который помог мне и, возможно, поможет вам. Нажимаем правой кнопкой мышки на нашем интернет-соединении. Демонстрационный компьютер подключен по Wi-Fi, стрим ПК при этом подключен по проводу. Я всегда рекомендую стримить именно через провод, потому что так... Погоди, ты можешь получить... Друзья мои, всем привет! Что делать, если при запуске трансляции пропуск в сеть бьет в красную зону и ваш стрим обрывается, либо начинает сильно лагать? При этом вы уже пересмотрели кучу обучающих видео, у вас все настройки выставлены в OBS правильно, приоритет стоит выше среднего, либо самый высокий, но все равно проблема никуда не уходит. Сейчас я вам покажу тот метод, который помог мне и, возможно, поможет вам. Нажимаем правой кнопкой мышки на нашем интернет-соединении. Демонстрационный компьютер подключен по Wi-Fi, стрим ПК при этом подключен по проводу. Я всегда рекомендую стримить именно через провод, потому что так соединение будет более стабильным. Нажимаем на правую кнопку мышки, открыть параметры сети интернет, здесь выбираем Ethernet, настройка параметров адаптера, находим наше проводное интернет-соединение, правая кнопка мышки, свойства, настроить, выбираем вкладку дополнительно, здесь находим свойства Speed и Duplex, либо скорость и Duplex, может быть записано у вас так. Здесь стоит Auto Negotiation, что значит автообмен, вручную ставим 100 мегабит Half Duplex. После этого нажимаем ОК и проверяем. Если вам данный метод помог, значит я не зря записывал это видео. Если нет, напишите, пожалуйста, в комментарии. Я запишу вам более подробную инструкцию, как можно исправить пропуск кадров в сеть при трансляции. Также стримерша. Сегодня я расскажу тебе, как же убрать пропуск кадров в OBS. Хочу сразу уточнить, что пропуски кадров мы будем убирать именно по сети. Именно по проблеме пропуска сети. Наверху во вкладке док панели нажимаем и выбираем статистика. Главные проблемы. И во вкладке расширенные в самом низу строчки привязать к IP мы выбираем IP 192.168 и так далее. У вас может быть другое окончание цифр. Выбираем именно IP. Ставим галочку «Включить сетевую оптимизацию». И ставим галочку «Включить прореживание данных». Но ставить галочку «Регулировать битрейт» не нужно, не ставим. Нажимаем «Применить» и ОК. И пытаемся запустить трансляцию и смотрим, пропускает либо нет. Если все-таки пропускает, возвращаемся опять в настройки. Выбираем «Вывод». И в зависимости от того, где вы стримите, на Твиче, Ютубе, Trovo, Вазде или еще где-то, выставляем нужный нам битрейт, нажимаем «Применить» и пробуем запустить стрим. Нихуя не помогает. Если даже при этом раскладе пропускает кадры, возвращаемся сюда же, в вывод, и роняем битрейт, насколько это возможно. Допустим, если вы там на Твиче, там это потолок 7,5-7 тысяч, да, то мы роняем на 4500. Допустим, на 4500. Нажимаем «Применить» и также пробуем. Если вам и это не помогло, я настоятельно советую идти к своему. Я свой IP. Пробуйте все. Вот и все. Видос получился не сильно